Ну что, всем доброе утро. Еще раз проверка звука. Слышно ли меня? Отлично. Меня зовут Мария, я отвечаю за исследовательское направление в компании HeadHunter, и сегодня мы поговорим с вами про обзор рынка труда для IT-специалистов. Конечно, он достаточно объемен, поэтому мы выделили на сегодня три ключевые темы. Первое– это общее состояние рынка труда, то есть поговорим про спрос, конкуренцию и зарплаты. Вторая часть– это мобильность IT-специалистов, насколько они мобильны, готовы куда-то переезжать, и что их заставляет, в принципе, переезжать. И третья часть– это, в принципе, общие какие-то тенденции, которые недавно нам озвучили IT-компании, о том, каким они видят, в принципе, 2016 год текущий, то есть будут ли еще сокращения, урезание заработной платы или еще какие-то нюансы. Также хочу обратить ваше внимание, что у нас очень четко регламентировано время, поэтому я буду достаточно быстро озвучивать какие-то вещи. Если вы вдруг что-то не успеете там зафиксировать, какие-то цифры, то завтра на сайте ярмарки эта презентация будет доступна, вы сможете с ней подробнее ознакомиться. Что касается ваших вопросов, то и вопросы мы будем читать во вкладке «Вопросы», поэтому если вы хотите что-то написать конкретно по текущей презентации, пишите их туда, потому что общий чат– это больше про технические проблемы. Где-то минут 30 у нас будет на наше выступление, и потом минут 10 я буду отвечать на ваши вопросы, если они будут. Отлично, тогда давайте начнем, да, то есть я пропущу там слайды о компании, я думаю, все прекрасно знают, что это такое компания HeadHunter. Пропущу слайд про себя, вот, чтобы не сэкономить время, и начнем с рынка труда в цифрах. Собственно, всем известно, что прошлый год был сложный, кризисный, много сфер пострадало, были сокращения. IT-сфера одна из немногих, которой удалось сохранить такой некий островок стабильности. Это всегда сфера достаточно дефицитная, за специалистов, IT-специалистов всегда компании борются, поэтому им было гораздо проще всего в прошлом году. Конечно, были исключения из правил, были компании, которые тоже сокращали, но общий тренд, конечно, был гораздо лучше, чем в целом по рынку. Если посмотреть на итоги прошлого года, то, конечно, основной спрос традиционно приходится на Москву. Это общий такой общероссийский тренд. Во многих сферах основное количество вакансий в Москве. Конечно, Москва долю теряет. Сейчас на московские вакансии приходится где-то треть всего спроса. На втором месте Санкт-Петербург. То есть две этих наших столицы держат, по сути, практически половину рынка. Также достаточно много вакансий есть в Воронежской области, в Московской, в Республике Татарстан. То есть, в принципе, тут как бы нет никаких особых удивлений. Это такое классическое региональное распределение не только в IT-сфере, но и в целом там по рынку. Что касается распределения по опыту работы, то, например, интересный момент, который мы отметили в прошлом году, это то, что в прошлом году спрос сместился на более опытных сотрудников. Соответственно, мы видим, что, например, где-то практически треть, чуть меньше, 27% всех вакансий в IT-сфере – это вакансии, ориентированные для кандидатов с опытом от 3 до 6 лет, а в целом по рынку таких всего 18. И, соответственно, обратная ситуация с вакансиями, которые подходят начальным специалистам. Их в IT-сфере сейчас чуть меньше. Конечно, это все обусловлено и кризисом, тем, что у работодателей стало меньше возможностей для каких-то маневров, и им важен результат, им нужен опытный человек, который сможет, по сути, как раз показать этот результат здесь и сейчас. Ну, в принципе, это не критичная ситуация, то есть это общий такой, то есть тренд, так что здесь тоже даже начинающему специалисту не стоит переживать по этому поводу, потому что, в принципе, очень достаточно высокая доля все равно, и то есть как бы перспектива найти работу есть. Теперь поговорим немножко про спрос, да, то есть понятно, что в кризис тут наблюдалось снижение спроса, и первые звоночки мы увидели еще где-то в ноябре, там, декабре 2014 года. Но, конечно, основная фаза кризиса пришлась на первый квартал прошлого года, на февраль-март, когда падение спроса было, по сути, наибольшим.
прошлого года. Мы видим, что вот даже в марте количество вакансий в IT-сфере было меньше, чем в целом по рынку, что достаточно такое, наверное, уникальное явление, потому что в дальнейшем, конечно, IT-сфера снова отвоевала свое право на дефицитность, грубо говоря, по-прежнему стала тем же островком стабильности и уже восстанавливалась от кризиса гораздо быстрее, чем общий рынок. То есть, скорее всего, это было такое некое аномальное явление, вот, потому что, как мы видим, там вот сейчас, в феврале, например, количество вакансий в IT-сфере в России на 44% больше, чем год назад. Тут, конечно, не стоит забывать о том, что сейчас идет сравнение с самой низкой базой относительно прошлого года, поэтому мы будем видеть достаточно положительные цифры, но в целом, еще раз повторюсь, IT-сфера очень хорошо держалась и в кризис, и сейчас развивается. И вот там второй, третий квартал прошлого года были стабильными и очень хорошими как для общего рынка, так и для IT-сферы. То же самое мы примерно наблюдаем, если условно сравнить изменение спроса относительно начала кризиса. За начало кризиса мы берем условно август 2014 года, когда начались такие первые какие-то трудности и в экономике, и вообще в целом. И, собственно, мы видим, что IT-сфера практически в каждом месяце чувствовала себя гораздо лучше, чем общий рынок, и стала раньше из кризиса выходить. И интересно, что, например, если в октябре, ноябре, декабре прошлого года общий рынок снова ушел, грубо говоря, в такую минусовую зону, то IT-сфера оставалась, в IT-сфере спрос был положительным, то есть не подверглась, так сказать, вот этим вот изменениям эта отрасль, что достаточно является тоже хорошей тенденцией, то есть говорит о том, что IT-компании по-прежнему активны на рынке, очень себя хорошо, очень часто ищут персонал, несмотря ни на какие трудности. Так, если добавить к этому графику ситуацию с резюме, то мы, конечно, видим вот эту вот ситуацию, что когда было наибольшее падение спроса, то соискатели были наиболее активны. То есть, конечно, присутствовала некая там, паника легкая у некоторых специалистов, то есть и, собственно, вот этот вот всплеск небольшой в марте-апреле по динамике резюме, он как раз обусловлен этим. Сейчас же все достаточно более-менее стабилизировалось. Последние 3 месяца активность искателей немножко замедлилась, соответственно, а спрос у работодателей, наоборот, вырос. Если посмотреть так в общих чертах не только на Россию, но и на города, то мы видим, что, например, вот в целом по России за прошлый год спрос вырос на 3%, вот, например, в том же Краснодаре на 11%. То есть видно, что вне зависимости от региона, в любом регионе все равно, даже если IT-сфера немножко пострадала и спрос был чуть меньше, чем в прошлом году, все равно эта картина гораздо лучше, чем в целом по рынку. То есть, да, мы видим, например, что в Краснодаре спрос сократился на 21% в целом по рынку, а в IT-сфере мы видим 11% рост. Сложнее всего, конечно, было в Москве, как бы, да, то есть здесь, конечно, ситуация более пессимистичная относительно других городов. Это объясняется и зрелостью рынка, и тем, что, в принципе, в Москве бизнес-процессы пострадали гораздо сильнее, чем в регионах. Но, опять же, общий вывод из всех вот этих вот слайдов, то, что, конечно, IT-сфера чувствует себя гораздо лучше, и неважно, какой мы возьмем город, везде мы видим, что там ситуация лучше, чем в целом по региону. С резюме картина немножко только если там Екатеринбург, в котором IT-специалисты были очень активны по количеству размещенных и публикуемых резюме, или, например, там вот Казань, где просто в принципе прирост был чуть там ниже, чем в целом по России. Интересно посмотреть на, соответственно, конкуренцию, да, то есть мы видим, что конкуренция в IT-сфере также гораздо меньше, чем в целом по рынку.
где-то в среднем в 2 раза, в 1,5 она отличается от общего рынка. И так вот самый пик кризиса в марте 2015 года, там конкуренция была на уровне 5 человек, в целом по России. Для сравнения, серьезным, как в целом по рынку, он где-то на 1,5 пункта вырос относительно начала кризиса, а в целом по рынку мы видим практически двукратное увеличение, там с 4-5 человек на одно место до там 8-9. Сейчас вот в феврале, на текущий момент, вот за неполные там 25 дней, мы видим, что конкуренция в IT-сфере вернулась практически на кризисный уровень. Сейчас это где-то 3 человека на одно место. В целом по рынку тоже мы видим небольшое снижение до уровня 7 человек, но в целом по рынку мы еще не достигли до кризисного периода. Но в IT-сфере все достаточно, как я уже сказала, благополучно. В городах примерно схожая ситуация, также конкуренция вне зависимости от региона в IT-сфере ниже, чем в целом по рынку в прошлом году была. То есть тут каких-то явных отличий, аномалий нету. Видно, что там в Новосибирске, Екатеринбурге, в Казани чуть-чуть полегче искать работу, то есть там самая низкая конкуренция, а в там, Краснодаре, в Самаре, в Москве там все-таки сейчас немножко сложнее, это где-то в среднем 5 человек на одну позицию претендует. Но, в принципе, цифра 5 человек на одно место – это достаточно очень хорошая, комфортная ситуация, то есть такая здоровая конкуренция. И очень часто в компаниях именно такой есть уровень, даже порой чаще, даже порой выше. Интересно, что несмотря на то, что в кризис, казалось бы, люди должны стать активнее и должны там чаще ходить на собеседования, мы отметили, что такой какой-то явного всплеска не произошло. Приглашений для IT-специалистов было чуть меньше, чем в целом по рынку на собеседования, и ходили они на эти собеседования тоже нечасто, даже игнорируя часть предложений. То есть где-то в среднем в месяц IT-специалист посещал в прошлом году 2 собеседования в месяц. То есть это не такая большая цифра для как раз того же кризисного периода, например. Приглашений было там где-то на уровне 2-3 в месяц. То есть IT-специалисты все равно по-прежнему в кризис достаточно избирательны и очень точно подходят к выбору своей профессии. Один из моих любимых слайдов – это, конечно, зарплата. Очень многих интересуют зарплаты, кто сколько может получать, кто какого уровня может достигнуть. Зарплаты мы разделили на 2 таких условных категории. На данном слайде вы видите зарплаты, больше относящиеся к разработчикам и по различным языкам программирования и бизнес-аналитикам. Что тут можно интересного отметить? То, что сейчас более высокие зарплаты работодатели предлагают именно разработчикам мобильных приложений. То есть это очень такая перспективная позиция, набирающая, в принципе, уже набравшая оборот 1000 рублей. Это гораздо выше, чем в среднем по рынку. И, соответственно, в принципе, предел тоже достаточно велик. То есть линейный руководитель в данном направлении может там получать зарплату от 170 тысяч рублей. Самые такие более-менее умеренные зарплаты, да, то есть низкими их сейчас нельзя назвать, это направление там, тестирования и системного анализа. Здесь точка входа где-то порядка 40-45 тысяч сейчас для начинающего молодого специалиста. И, соответственно, где-то там лет через 5 этот специалист там, может увеличить свою зарплату раза в 3. Интересно, что в разработке, например, может быть не сильно высокий старт, в зависимости от языка программирования, да, там, но при этом зато очень хороший потенциал в плане роста зарплаты, то есть мы видим колебания там, от 50 до 170 тысяч, это очень достаточно неплохо. Резюмируя это, можно сказать, что в среднем в IT-сфере сейчас начинающий специалист стартует где-то с зарплаты от 50 до 70 тысяч, естественно, тут и учитывается и компания, и ее численность, и отраслевая специфика, да, но вот в среднем диапазон
для старта это 50-70 тысяч. Кандидаты уровня специалиста могут рассчитывать на доход в районе 80-100 тысяч рублей. Какие-то ведущие специалисты, эксперты могут ориентироваться на зарплату в Москве в районе 110-140 тысяч рублей. Линейные руководители могут претендовать на доход от 150 тысяч. И уже топ-менеджмент, который вот здесь вот нету, но топ-менеджмент обычно стартует с цифр в районе 200-250 тысяч рублей. Это статистика по Москве. Соответственно, если мы хотим понять, какой идет разброс в регионах, то, например, видим, что в Москве там традиционно зарплаты, естественно, наиболее высокие. В Санкт-Петербурге они где-то на 20-25% ниже, в зависимости, опять же, от специализации, чем в Москве. В крупных городах, там, Новосибирске, Екатеринбурге, это различие может достигать там 35-45%. В Казани чуть-чуть похуже с зарплатами, но в Казани это такой общий тоже тренд. Там, в принципе, вне зависимости от специализации, вне зависимости от профсферы, зарплаты одни из самых наименьших сейчас. Вторая категория специалистов, которые мы так вот объединили условно, это соискатели, это люди, которые работают, например, связаны с телекоммуникациями, телефонией, с информационной безопасностью, системные администраторы, то есть здесь, конечно, зарплаты чуть-чуть пониже, чем у разработчиков. Вот, например, начинающие специалисты в этих направлениях в Москве могут рассчитывать на зарплату 45-55 тысяч, 10 тысяч, и линейные руководители могут ориентироваться на зарплату в 100-150 тысяч. Единственное, стоит оговориться, естественно, что это все фиксированный оклад, то есть это те деньги, которые получаются без бонусов, без премий, то есть именно вот голый оклад. Соответственно, в регионах примерно такая же раскладка, как я уже озвучила ранее, то, что там Москва, Питер лидируют, остальные немножко отстают. То есть это как бы общая такая вот картина, то есть традиционно в крупных городах зарплата где-то процентов на 40 меньше, в более мелких городах, конечно, разрыв еще больше. Что произошло с окладами сотрудников в IT-сфере в прошлом году? Мы видим, что в отличие от общего рынка, в IT-сфере чаще повышали зарплату, причем вне зависимости от уровня специалиста. Комфортнее всего было специалистам и ведущим специалистам. Больше половины компаний отметила, что в прошлом году они увеличили оклады своим сотрудникам. Достаточно мало людей, компаний, которые их сократили. Конечно, это увеличение было не в пределах там, 10-15%, но все равно это гораздо лучше, чем общая ситуация там, по рынку в целом. Теперь мы поговорим немножко про то, насколько эти специалисты мобильны, и, соответственно, мы решили недавно выяснить вообще, как бы думают ли IT-специалисты про переезд или готовы ли они к переезду, и выяснилось, что где-то, наверное, половина IT-специалистов, соискателей периодически думают, там, чтобы переехать в другой регион России, либо уже имели опыт такого переезда. Где-то 27% отметили, что они не готовы к переезду. Это гораздо как-то больше боятся, IT-специалисты в этом плане более мобильны. Стоит отметить, что специалисты, например, со стажем работы более 8 лет, они, конечно, реже задумываются о переезде в другой регион, но это, конечно, связано, наверное, больше с тем, что у них уже есть подобный опыт. А молодые специалисты чуть меньше чем другие специалисты говорят о такой возможности, что может быть объяснено какой-то некой неопределенностью на рынке из-за того, что как бы у них пока что недостаточно большой объем знаний. Мы попытались сравнить, что же заставляет людей переезжать, какие причины переезда, и с небольшим перевесом все-таки карьерные факторы победили социокультурные факторы, да, то есть они заняли там первые 4 места, то есть традиционно, да, то есть здесь нет никакой наверное, новизны какой-то. Традиционно основные факторы для переезда – это, конечно, карьерные, то есть это достойный уровень заработной платы, это интересные проекты, карьерные перспективы, более высокая должность и наличие работы как таковой в текущем регионе.
Если посмотреть, там, сравнить, что заставляет людей переезжать там или почему люди хотят переехать внутри страны, либо переехать куда-то за границу, то мы видим некие отличия. Например, в рамках страны основные причины переезда, как уже было сказано, это вот зарплата, интересные проекты, наличие должности. А вот если смотреть предложения о работе в других странах, то помимо карьерных факторов в равной степени начинают работать и факторы комфортности данной территории для жизни, и не только работы. То есть топ-3 причин для переезда именно за границу – это достойный уровень оплаты, комфортные климатические условия и карьерные перспективы. То есть когда соискатели задумываются о переезде внутри нашей страны, то они, конечно, в основном на карьеру ориентируются. Если же собираются куда-то в другие страны, там уже именно комфортная среда тоже выходит на первый план. А, Собственно, куда же хотят переехать IT-специалисты, какие регионы они нам отметили. Мы выделили вот это вот топ-10 областей, куда хотят переехать IT-специалисты, и объединили их в такие 3 группы, сравнив как раз по значимости и важности карьерных и социально-культурных факторов. У нас получилась первая группа – это Новосибирская область, Свердловская область и Московская область. В эти регионы как раз специалисты стремятся переехать именно из-за карьерных факторов. В первую очередь у них это один из высоких показателей. Вторая группа – это Московская область, Санкт-Петербург, Новосибирская область, Нижегородская область и Ленинградская область. Это регионы, в которые предлагают чуть меньше карьерных возможностей, но при этом они более комфортны там, для жизни, то есть это отметили сами IT-специалисты. То есть их выбирают как некую альтернативу столице, то есть если вдруг что-то там не сложилось в Москве. И третья группа – это Краснодарский край, Калининградская область и Республика Татарстан. Здесь соискатели отмечают, что для них эти регионы в меньшей степени комфортны в плане карьеры, но при этом очень комфортно и привлекательна для них социокультурная среда. То есть Краснодарский край привлекает климатом, близостью моря, Калининградская область возможностью быть ближе к Европе, и, соответственно, Татарстан развитой городской инфраструктурой и, в принципе, общим уровнем комфорта. Что касается стран, то очень, в принципе, схожая ситуация и со странами. Ключевые страны, куда хотят переехать эти специалисты, это, естественно, США, Германия, Канада, Великобритания, Австралия, Испания. Делятся они на 2 группы, хорошие карьерные возможности и также, в принципе, такая достаточно неплохая комфортная среда в этих регионах, менее комфортно для жизни, но все же очень привлекательно с точки зрения для работы для специалистов Великобритании. И чуть хуже, конечно, обстоят дела с профессиональным развитием в Испании и Австралии, но здесь большое значение имеет как раз климат, и именно это тоже привлекает. И в заключение буквально вкратце озвучу. Буквально там, на прошлой неделе мы подвели итоги прошлого года у работодателей, спросили о планах на 2016 год. И, собственно, выяснили, что практически половина IT-компаний отметила, что 2015 год для них оказался лучше, чем 2014. То есть если в начале прошлого года большинство компаний отмечало, что ситуация у них очень напряженная в компании и тревожная, то где-то к лету ситуация изменилась. Лето было таким нейтральным периодом, то есть такой нулевая динамика наблюдалась по всем параметрам. Осень показала очень хорошие результаты, и поэтому к концу года многие компании поняли, что ситуация у них все-таки чуть лучше, чем они ожидали. Мы видим, что в целом все компании, которые оценивают итоги года более положительно, чем там прошлый год, их чуть меньше, чем в IT-сфере, что еще раз подтверждает теорию того, что в IT-сфере гораздо все более стабильно и комфортно. Тут гораздо чуть меньше людей, которые отметили, что их год закончился хуже, чем в 2014. Конечно, были те несколько
компаний, которые отметили, что им пришлось все-таки уйти с рынка. Это в основном какие-то небольшие маленькие компании, которым не удалось как-то победить кризис, то есть у них очень была высокая там, например, какая-то кредитная нагрузка, и, соответственно, расходы оказались гораздо выше, чем они смогли там себе позволить, и пришлось уйти с рынка. Что будет в 2016 году, как сами компании оценивают? Также видим, что IT-компании более положительно, более оптимистично оценивают 2016 год. Примерно четверть считает, что он будет гораздо лучше, лучше, чем 2015. В целом по рынку таких где-то 15%. Также мы видим, что меньше чуть-чуть компаний, которые считают, что будет сложнее. Конечно, большинство все равно считает, что будет сложно. Тут тоже не стоит этому удивляться, потому что действительно год будет непростым. Но все равно какие-то мы видим положительные тоже изменения, которые ее ищут. Надеяться на то, что успех будет достаточно положительным. И, собственно, заключительный, если я не ошибаюсь, слайд. Это что же, собственно, планируют компании делать. Очень радует, что большинство компаний, как и в целом по рынку, так и в IT-сфере, отмечают, что больше, скорее всего, не будет сокращений, связанных с персоналом. То есть основной акцент текущего года – это сокращение расходов, которые больше связаны там, с какими-то бизнес-процессами, то есть это логистика, там, маркетинг, еще что-то. То есть все, что уже можно было там сократить, урезать или еще что-то, уже сделали компании, поэтому достаточно мало компаний отметила, что помимо сокращения расходов, не связанных с персоналом, они планируют сокращать численность персонала, то есть в IT-сфере таких всего 14%, при том, что в целом по рынку все-таки 23% компаний отметили такую возможность, да, соответственно, здесь нужно учитывать, что они могли выбрать несколько вариантов ответов, поэтому тут может быть микс каких-то мер одновременно. Социальный пакет также сокращать, скорее всего, не будут. Если будут, то это будут какие-то единичные случаи. И, соответственно, уменьшение заработной платы – это самый менее значимый и важный способ снижения издержек, то есть его использовать не планируют. Всего 2% компаний отметила в IT-сфере, что, возможно, будут такие меры. То есть основной будет текущий тренд в плане работы, то, что компании будут стремиться, конечно, повышать свои результаты. Будет сложно, но возможностей для развития все равно достаточно. Что касается самого поиска работы, то тут тоже, я думаю, не будет никаких особых трудностей, не то, что прям совсем не будет. Будет здоровая конкуренция, работодатели стали более требовательны. Рынок, конечно, немножко превратился в рынок работодателя. То есть если раньше он был рынком соискателя, когда соискатель мог все-таки диктовать какие-то свои условия, мог какие-то дополнительные себе требования или бонусы получить, сейчас с этим, конечно, сложнее, к этому нужно быть готовым, этого не стоит бояться. Менее гибкие стали работодатели в плане зарплат, то есть и предлагают зарплату сейчас чуть меньше, чем, например, еще несколько лет назад, что тоже, естественно, обусловлено сложной ситуацией. Стали более требовательны работодатели, в принципе, к подбору персонала, к оценке кандидатов, поэтому старайтесь, я считаю, что нужно тоже не стоит этого бояться, нужно подходить к этому как к определенной новизне на рынке и, то есть, в рамках этих тенденций искать работу. И, собственно, за счет этого как раз возможно как-то повышать свою квалификацию, расширять свои навыки, потому что работодателю сейчас очень ценен тот сотрудник, который он такой универсален, многофункционален, учитывая ограниченные возможности работодателя, это сейчас выходит на первый план. Так, собственно, на этом, видимо, мы удачно уложились во время, и мой такой экспресс-доклад про рынок труда заканчивается. Соответственно, сейчас я посмотрю ваши вопросы.
Вот сейчас вы видите мои контакты. Если вдруг у вас возникли какие-то вопросы, и на что-то я не успею ответить, или какие-то дополнительные вопросы, вы можете мне писать на электронную почту. Я до 45. Также искать работу, также искать, э, стараться, грубо говоря, показывать работодателю свои возможности. Работодателю важно увидеть, насколько кандидат полезен будет, насколько он будет полезен компании, поэтому возраст как таковой в данном случае для него не будет приоритетным, особенно в IT-сфере, где, в принципе, как бы возрастные ограничения, они встречаются гораздо реже, чем в других отраслях. Тут скорее, наверное, такой совет в том плане, что то есть надо искать себя, находить какие-то ниши, которые вам интересны, находить компании, где, собственно, это возможно реализовать, и тогда шансов будет больше гораздо. Так. Мгм. Насколько актуальна профессия верстальщика сайтов? Есть ли смысл изучать эту область с нуля? Ну, все, что касается сайта, все, что касается работы в онлайн, все, что касается вообще бизнеса в онлайн, оно сейчас достаточно актуально, и любые профессии, которые с этим как-то косвенно или прямо э, с- связаны, они, конечно, сейчас востребованы, потому что бизнес уходит в онлайн, и все больше и больше компаний туда уходят. Поэтому для этой специальности я тоже не вижу каких-то ограничений особых. Если вам это нравится, если вы себя там видите, то пробуйте, почему нет? То есть как бы помимо ну, то есть работа же должна приносить удовольствие. В какие месяцы лучше искать работу, если повышенный спрос на IT-специалистов весной? А, Традиционно у нас считается, что на рынке труда есть такая некая сезонность присутствует, то есть весна и осень это два таких активных периода, то есть это скорее даже, наверное, март-апрель, если говорить по месяцам, и сентябрь-октябрь это такие вот прям самые динамичные месяцы, когда уже, собственно, компании окончательно вышли из там, сезона отпусков, новогодних праздников, закрыли финансовый год и примерно посмотрели, как ведет себя рынок там, в первые пару месяцев и начинают активно работать. Сентябрь-октябрь также становится активным, потому что это как бы такое начало опять нового бизнеса после лета. Очень много предложений, очень много обычно вакансий, то есть всегда в эти месяцы наблюдается некий рост связанные там тоже вот как раз с активностью бизнеса. Май, июнь это, конечно, такой больше такой сезон затишья, так же, как и ноябрь, декабрь. Поэтому, в принципе, если вы уже сейчас начнете искать работу, то, возможно, как раз через месяц-два вы сможете найти то, что вы хотите, потому что сейчас очень много предложений появляется интересных, и возможностей сейчас есть. Так, на рынке Ярославля основные предложения — это IT и веб. Куда надежнее пойти? А, На самом деле, как бы можно пойти и туда, и туда. То есть, как я уже сказала, вся IT-сфера достаточно стабильная. А, Предложения по 1С, они такие более, наверное, появились раньше, чем веб-приложения. То есть там, вакансии, связанные там, с веб, работа, связанная с веб, она более новая, ну, соответственно, там, возможно, больше есть ниш неизученных, что может также быть какой-то некой возможностью для вас. Но опять же, ориентируйтесь на то, что вам ближе, что вам хочется. 1С, они всегда, вакансии для таких специалистов есть всегда, это плюс для этого направления, то есть они очень востребованы, и предложений всегда достаточно много. То есть поэтому тут как бы такая двоякая сторона, поэтому, собственно, выбирайте, что вам ближе. М, Так, динамика вакансий по системному администрированию по Казахстану. А, Узнать такую динамику, конечно, можно. Сейчас под рукой у меня такой статистики нету, но если вы мне напишите, Руслан, если я не ошибаюсь, да, на почту, то мы попробуем что-нибудь посмотреть и вам предложить.
290 вакансий. Да, вы правы, что у нас именно такое количество, но мы их, я, видимо, не оговорилась, что когда мы говорим про конкуренцию, то в данном случае мы имеем в виду не все резюме, которые там есть у нас на сайте, а именно те резюме, которые были активными за последние несколько месяцев. То есть это те резюме, с которыми люди откликаются на вакансии, те резюме, которые люди обновляют. То есть резюме тех людей, которые действительно как-то прямо или косвенно заняты в трудоустройстве, занимаются трудоустройством своим, либо просто присматриваются к рынку. То есть мы не анализируем всех для определения конкуренции, именно чтобы эта цифра была наиболее правильной, потому что есть куча резюме, которые люди там создали, но в последнее время не обновляли, и, соответственно, можно предположить, что, возможно, они не ищут работу, у них есть работа, и все хорошо. То есть таких людей учитывать в индексе конкурентности не стоит, на наш взгляд, поэтому его там и нет. Так, что у нас есть еще по вопросам? Хочется начать работу в новой сфере, куда пойти, не умереть с голоду. Везде нужен опыт. Опыт, конечно, да, нужен везде, это проблема рынка, но, опять же, вы должны четко понимать, куда вы хотите идти, должны изучать рынок, и исходить именно то есть понятно, что сразу ничего не получится, и где-то, возможно, придется там начать с каких-то позиций более там, низких, чем вы рассчитываете. Собственно, недавно мы там проводили исследования, как раз куда бы люди готовы были перейти, если бы там везде было все одинаково, то как раз многие даже специалисты, для меня это, по крайней мере, было удивлением, не стали отмечать, что готовы пойти в топ-менеджеры сразу. Очень много людей не против в новой профессии стартовать с самого начального уровня, поэтому я думаю, что если вы найдете ту сферу, которая вам интересна, получите там какие-то знания, то, скорее всего, вам удастся найти работу на каком-то старте. Естественно, это не будут какие-то прям очень высокие позиции, но с чего-то нужно будет начинать. Если вы, опять же говорю, сможете показать себя интересным кандидатом и, собственно, как раз покажете, насколько вы сможете быть эффективной этой компании здесь и сейчас, то шансов на трудоустройство у вас будет гораздо там выше, чем если вы будете пассивным кандидатом и таким. То есть нужно быть активным сейчас на рынке и пытаться, грубо говоря, выигрывать вот эту конкурентную борьбу за все возможные, искать все за счет всех своих навыков, которые у вас уже есть или которые вы можете приобрести. Так, что по вопросам? Сейчас мы еще посмотрим. То есть это был цифра гроз, без бонусов, без премий каких-то. Это те зарплаты, которые в конце прошлого года реально предлагали IT-компании на все вот эти вот позиции. Космические зарплаты. Это на самом деле очень редкий комментарий. Обычно говорят, что они низкие. Насколько много вакансий на рынке с релокацией? А, Традиционно их немного, их много, скорее всего, быть и не может. Если там как-то оценивать это в общем количестве вакансий, то это, наверное, сейчас где-то в IT-сфере там не больше 7% всех вакансий по России. Тут, конечно, это связано еще и с тем, что на рынке кризис и немножко все-таки есть ограничения, и даже те, кто там компании, которые хотели, например, искать себе специалистов в другом регионе, сейчас немножко заморозили этот процесс, смотрят на то, как себя ведет рынок, но в IT-сфере, опять же, их гораздо больше, чем в других сферах, то есть
IT-специалисты — одних из немногих мобильных групп, профессий, которые готовы переезжать, не боятся этого. А, Зарплаты, да, еще раз скажу, которые вы видели, это были средние по Москве. Конечно, могут быть компании, которые предлагают чуть меньше, либо чуть больше, и это, собственно, как бы, ну, такая нормальная достаточно ситуация. То есть это средняя цифра, такой некий ориентир, на который вы можете возможностей, и как бы, то есть это его право. Но именно вот, собственно, картина по Москве, она вот в общих чертах именно такая. Можете отталкиваться от этих цифр, прощупывать рынок, смотреть, насколько работодатели готовы реагировать на такие деньги. А, Смешные у нас в России зарплаты. А, Ну, тут, я думаю, каждый решает для себя, насколько они смешны. То есть у каждого свой порог того уровня, который он хочет достичь. Э, Тут я даже не знаю, как это прокомментировать. А, Зачем переезжать? Можно на удаленке работать? Да, можно, но не все, к сожалению, работодатели готовы. Конечно, в IT-сфере для IT-специалистов в этом плане больше условий, но существует достаточно большое количество компаний, которые все-таки предпочитают, чтобы сотрудники были у них рядом, но удаленка, да, она действительно работает. Это тут скорее вопрос, насколько сам кандидат готов работать удаленно, насколько он сам организован, чтобы э, работать и так же эффективно, например, как он работал в офисе. А, Что с IT-вакансиями не в IT-компаниях? Там примерно, на самом деле, точно такая же ситуация, то есть нет сильных различий, то есть тут скорее нужно отталкиваться от того, что вы IT-специалист. Если вы IT-специалист, то примерно в одинаковых условиях они находятся, будь то производственная компания или либо IT-компания, то есть еще раз повторюсь, эти специалисты, наверное, вместе с менеджером по продажами — это две таких категории на рынке, которые придется там условно искать работу, откликаться на вакансии, и его там, он переходит из одной компании там, в рамках одной недели. Это не слишком частый случай, но вполне реальная ситуация. Поэтому как бы IT-специалист, он востребован и интересен любому сейчас работодателю, потому что, как я уже сказала, весь бизнес уходит в онлайн. Не весь, но как бы большинство компаний его потихоньку туда переводит, кто-то уже перевел. И в текущем году также IT-специалисты и менеджеры по продажам будут по-прежнему самыми, скорее всего, стабильными позициями, сферами, где будет, то есть меньше всего проблем. То есть сказать, что эти сферы беспроблемные, нельзя, конечно, но там их будет меньше всего. Ну что же, друзья, спасибо за то, что вы уделили время данной презентации. К сожалению, у нас заканчивается время, я вынуждена с вами попрощаться. Я очень надеюсь, что информация была полезна. Контакты, которые вы видите, опять же говорю, можете использовать и писать мне какие-то вопросы, если они возникли. Спасибо большое и удачи в поиске работы.